Взрывные работы дали результаты. Уровни воды на реке Колыме понизились. Предприятия Якутска не выполняют закон о квотировании рабочих мест. Сколько граждан с ограниченными возможностями здоровья ищут работу. Благоустройство Хандыги. Что сделано и какие планы по реконструкции общественно значимых объектов. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Уровень воды на реке Колыме понизился. По оперативной информации ЕДДС у города Среднеколымска уровень воды достиг отметки 11 метров 89 сантиметров при критическом 12. За час уровень воды снизился на 13 сантиметров. Напомним, сегодня прорвало 2 затора в районе Гороховских островов и местности Лабуя. Накануне оперативная группа провела 2 успешных подрыва заторов. Взрывные работы продолжаются и сегодня. Взлетно-посадочная полоса в Среднеколымске подтоплена. Задержанных рейсов нет, так как по плану вылетов не было, сообщили в аэропорту. На пониженных участках, в которых сейчас уже не живут люди, вода поступила только в дворовые территории. Сегодня идет дождь, лед становится еще хрупким, поэтому я думаю, конечно, подъем воды будет, когда пройдет затор бывшего в Гороховских островах. Насколько поднимет, мы пока прогнозируем, где-то это будет примерно еще метр-полтора. В местности работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Ночью произведены подрывы льда. Заряд составил 350 килограмм. Проводится круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, пешее патрулирование и домовые обходы. Силы и средства Среднеколымского районного звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим функционирования «Повышенная готовность». В случае начала повышения уровня воды рядом с населенным пунктом необходимо незамедлительно эвакуироваться на возвышенные места или в специальные эвакуационные пункты, которые определены местной администрацией. На линии продолжается повышение уровней воды в пределах Ленского района с интенсивностью от 5 до 40 сантиметров за сутки. В Алекминском и центральных районах идет понижение уровня воды. У гидропоста Жиганск поднимается уровень воды, общий рост составил 5 метров с половиной, лед поднимается. На реке Алдан, в Алданском и Усть-Майском районах наблюдается суточный спад уровня воды, как и на всем протяжении реки Вилюй. На реке Яне и ее притоках преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью. До конца недели ожидается вскрытие реки Яна на участке Верхоянск-Батагай-Сайды Верхоянского района. На реке Индигирки в ближайшие сутки двое у поселка Белая гора Абыйского района ожидаются подвижки льда. Путин назвал поддержку инвалидов важнейшим показателем жизнеспособности общества. Президент подчеркнул, что задавать камертон этого отношения должно прежде всего правительство. Государство должно служить эталоном вопросов поддержки лиц с ограничениями по здоровью, так как это важнейший показатель жизнеспособности общества. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на совещании с правительством. Вопрос о социальной поддержке инвалидов – это не проходной вопрос. Но дело даже не в том, что он касается, этот вопрос, вот этих почти 12 миллионов человек. Хотя, конечно, это для них первостепенное значение имеет. Он касается всего общества. Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями здоровья. И камертон в этом, конечно, государство само и должно задавать. Камертон этого отношения. И правительство прежде всего. Поэтому эти вопросы будем держать на контроле постоянном и возвращаться к вопросу о том, как мы исполняем принятые решения. Между тем, в Якутске нарушают права людей с ограниченными возможностями здоровья порядка 80 предприятий и организаций. Тем самым они не выполняют закон о квотировании рабочих мест. Это 24% от общего числа работодателей. По информации Центра занятости населения, 165 граждан с ограниченными возможностями здоровья состоят на учете и ищут работу. 77
организаций, да, на 345 рабочих мест на сегодня не исполняют закон о квотировании рабочих мест. И из-за этого, значит, вот у нас идет неисполнение закона о квотировании. Вот как раз, значит, вот то, что говорила я, 74%, то есть, значит, это 26% неисполнения. Да, и поэтому, значит, мы ежегодно делаем круглые столы, семинары для работодателей. В этом году мы уже 2 семинара провели. И мы провели вот семинар для работодателей и приняли участие 37 работодателей, которые на сегодня не исполняют закон о квотировании рабочих мест. Развитие региональных авиаперевозок ограничивают устаревшие суда. Из Ан-2 и Ми-8 состоит парк компании «Полярные авиалинии». При этом один самолет эксплуатируют в среднем 37 лет. К 2026 году парк самолетов авиакомпании полностью обновят. Через 2 года Ан-2 начнут заменять судами «Байкал». Сейчас авиапарк пополняется за счет поставок в лизинг самолетов регионального назначения и малой авиации. Республика является одним из активных субъектов России, где внедряют новые типы авиатехники – Ан-3Т, Ан-140 и сухой суперджет. Об этом сообщили на круглом столе по проблемам развития и функционирования воздушного транспорта региона. На прошлой неделе подписали с господином Логинским, это генеральным директором холдинга «Вертолеты России», соглашение о поставке 7 вертолетов «Ансат». И причем это будет в модернизированном виде, который учитывает условия работы в районах Крайнего Севера. Поставки вертолетов мы планируем начать с 2021 года. Другим темам активное долголетие в условиях вечной мерзлоты обсуждают в Якутске на научно-практической конференции. Сейчас в республике женщины в среднем живут 75 лет, мужчины 63 года. Стоит задача к 2030 году этот показатель довести до 80 лет. Как отметили участники мероприятия, для этого республики необходимо строительство дополнительных оздоровительных центров, гериатрических клиник и активно пропагандировать здоровый образ жизни. Также в рамках конференции работает выставка современных медицинских препаратов и лекарственных трав. Все мы понимаем, продолжительность жизни в благоприятных условиях и продолжительность жизни в арктических условиях. Более того, здесь актуально очень стоит вопрос, как сохранить здоровье в трудоспособном возрасте, как заниматься профилактикой преждевременного старения. Вот на эти все вопросы как раз отвечает наша конференция. Доклады построены таким образом, чтобы хотя бы некоторые аспекты вот этих двух вопросов, двух вот этих вызовов, осветить. Для пенсионеров в Национальной библиотеке Якутска провели мастер-класс по мобильной грамотности. Старшее поколение познакомилось с полезными для повседневной жизни приложениями. Узнали, как находить в интернете нужную информацию и быть в курсе всех актуальных новостей. Пожилые люди узнали, что такое Wi-Fi и мегабайты в мобильном устройстве и не только. В современном мире очень важно, чтобы пенсионеры предпенсионного возраста, люди оставались активными, шли в ногу со временем и были в курсе всех мобильных технологий. Мы будем показывать работу с телефоном, с приложениями, которые должны быть у современного человека. Это удобные сервисы поиска информации 2GIS, заказ такси, программы для заказа воды. В Хандыге начались работы по благоустройству райцентра. На стадионе «Юность» установлена новая детская спортивная площадка, а на лето запланированы большие работы по реконструкции общественно значимых объектов, рассказывает Нина Ханарова. С началом весны в Хандыге начался период интенсивной очистки площадей и улиц поселка от зимнего мусора, работ по благоустройству дворовых территорий. В этом году муниципальное образование участвует в программе «Комфортная городская среда», которая предполагает установку детских площадок, асфальтирование и освещение улиц. В этом году на территории нашего поселка будут благоустроены 2 дворовые территории возле каменных домов, обустройство игровых площадок, обустройство асфальтирования, освещения, установка лавочек и так далее. На днях на центральном стадионе «Юность» была установлена детская спортивная площадка, подаренная в прошлом году вторым президентом Республики Саха-Якутия Вячеславом Штыровым.
из своего фонда, которое стало хорошим подарком детям ко Дню защиты детей. И мне здесь очень нравится, потому что эту площадку построили недавно. И больше нравится мне кататься вон на той штуке. Раньше тут было пусто, а потом, когда мы сегодня пришли, уже играли здесь. Кроме того, в поселке предстоят большие работы по озеленению, реставрации и обустройству площади Михаила Карпова, основателя поселка, Парка Победы. Активно присоединяются к работе рядовые жители поселка. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. И в завершении выпуска в республике впервые отметили новый праздник День Саилыка. А в Алекминском районе провели обряд благословения земли. На мероприятии побывала Елена Фаст. Наверное, неспроста в этот день совпали два больших праздника. У народа Саха – это встреча лета, а у христиан – Николин день. В Алекминском районе традиции переплетены тесно, как и народ, проживающий здесь. Каждый якут в своем аласе всю зиму ухаживает за своим скотом, за семьей. И каждый человек как бы оберегает свою семью. И когда 22 мая, когда в день жаворонок поет песню, и когда кукушка кукует, это начинается лето. В этот день березу украшают солома. Вверху в этот день тоже спускаются аи добрые, и они не садятся на землю. А если не будет соломы, они могут улететь. И даже на землю наши не посмотрят, чтобы тоже, это тоже взаимосвязано всем. По традиции, этот день считается Днем Земли. Ее кормилицу чествуют. По воспоминаниям, ранее было много обрядовых обычаев. Мой отец рассказывал, но в советское время это забылось. Но он рассказывал, что молодежь, именно мужчины, шли именно где пастбище и ловить бычков. И они вот на этих бычках катались. И вот кто дольше подержится на этом бычке, тот и герой. Обряд благословения земли проходил в местности, где в этом году впервые пройдет большой эссэх. Само место завораживает своей красотой. Небо голубое, птицы поют, и река. Все это говорит о том, что земля наша здесь, Аньях, долина Аньях. Это благословенное, красивое такое место. И в будущем, я думаю, что не зря вот выбрали место эссеха здесь. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Таковы новости к этому часу. Еще больше информации на нашем сайте yak24.ru.